А вы знали, что 17 лет назад Таджикистан был первым в СНГ по скорости и качеству интернета? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему мы сейчас отстали и есть самыми худшими. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. 23 июня 2005 года Таджикистан стал первым в СНГ государством, запустившим в эксплуатацию сеть 3G. Тогда в стране скорость интернета была отличной, во всяком случае жители были довольны. Но в последние годы, несмотря на то, что в стране запущена связь пятого поколения, жители не перестают жаловаться на плохое качество и низкую скорость интернета. По официальной статистике, в настоящее время в Таджикистане интернетом пользуются более 4 миллионов пользователей. В соцсетях ежедневно пользователи интернета жалуются на плохое качество интернета и мобильной связи, призывая власти принять меры для решения этой проблемы. Проблемы с интернетом власти признали в конце января текущего года и заявили, что к ним поступает множество жалоб со всех регионов страны. Качество связи и интернета, как я сказал, стало немного хуже, жалоб очень много. Они поступают со всех регионов страны. Много факторов на это влияет: нехватка электроэнергии, отсутствие дизельных генераторов и другие. В настоящее время команда работает над устранением данных проблем, заявил заместитель главы службы связи Таджикистана Илхом Атоев 31 января на пресс-конференции своего ведомства. В начале 2000-х Таджикистан был признанным лидером технологического развития в странах СНГ и одним из первых внедрил мобильную сеть второго и третьего поколения. Сейчас, объясняя отставание нашей страны в развитии мобильной связи, некоторые специалисты и чиновники ссылаются на горный рельеф Таджикистана. Но ведь в прошлом десятилетии наши горы не помешали быстрому распространению по всей стране 2G и 3G. А как вы думаете, в чем на самом деле причина? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментариях. Еще в 2006 году при министре связи Саиде Зувайдове планировалось, что Таджикистан станет первой страной на пространстве СНГ, которая развернет сеть четвертого поколения 4G. Тогда запуск этой сети планировали на 2007 год. Министерство связи рассказывало, что 4G запускается в республике раньше, чем в других государствах из-за дешевизны лицензии на оказание услуг. Тогда в Таджикистане она стоила $59. Но по непонятным причинам запуск этой сети произошел только 4 года спустя. В феврале 2011 года состоялся первый тестовый запуск сети 4G в нашей стране. Основным преимуществом 4G по сравнению с предыдущими поколениями является высокая скорость доступа к мобильному интернету. Именно сеть 4G позволила осуществить технологическую революцию. Появились мессенджеры, которые позволяют отправлять аудио и видеосообщения, проводить онлайн-мероприятия. Появилась виртуальная и дополнительная реальность, онлайн-школы, врачи начали давать консультации онлайн. Также в начале 2020 года некоторые мобильные операторы заявили о запуске 5G в Душанбе и Худжанде, но пока эта система полностью не реализована в Таджикистане, и компании запустили 5G только в тестовом режиме. Почему мы были лидерами по интернету среди стран СНГ всего несколько лет назад, и почему мы так безнадежно отстаем сейчас? Ответ на этот вопрос надо искать в историях. Таджикистанцы бы не знали, что такое дешевая и качественная связь, если бы еще в прошлом десятилетии республика не была одной из ведущих стран в этом направлении. Препятствия на пути интернета начали создаваться в 2010 году. Тогда власти ввели акциз на все услуги связи в размере 3%, а позже увеличили его до 5%. То есть мы тогда почему-то приравняли самую прогрессивную отрасль экономики к алкоголю и табаку. Мы, наверное, действительно посчитали ее такой же опасной, как сигареты, потому что вскоре на государственном ТВ началась кампания о вреде, который сотовая связь якобы несет здоровью людей. Кстати, Илон Маск, один из ведущих инноваторов мира, на днях в очередной раз опроверг это заблуждение, заявив в интервью, что никакого вреда пользователям сотовая связь не несет. Потом началась череда штрафов сотовых операторов. В 2014 году штраф в размере 341 миллиона сомани был предъявлен компании Вавилон М. Компания пыталась судиться с государством, но предсказуемо проиграла все суды. В 2016 году на 354 миллиона сомани был оштрафован Таком, на 155 миллионов сомани Тисел, на 151 миллион сомани Мегафон Таджикистан. Таким образом, предполагается, что это наша власть создает искусственные препятствия для развития интернета в нашей стране. А вы как думаете? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!